вся пушистая красавица. Веселись сегодня все, покажите во всей красе, как умеете вы играть, танцевать и изобретать. Весь он в золоте сверкает, весь искрит в желудне, йорком бусы нарожает и рисует на стене. Он такой большой проказник, ущипнет за самый нос, к нам сюда сегодня на праздник придет кто он? Хором. Дед Мороз. Дед Мороз в большой запарке едет, да пошел подарки. Не рассыпал, все донес. Ух, и сильный Дед Мороз. А подарки, говорит, раздает он всем подряд. Здравствуйте, здравствуйте, ребята! С Новым годом поздравляем! Всем здоровья желаю! Прошлый год у вас я был, никого не позабыл. А меня-то не узнали, все такой же анекдот. Ну совсем как молодой. Новый год опять пришел, стало людям весело. И зима красавица, сосулек понавесила. Елка совсем в углу, все пошли на балкон. Светят там звезды, а в окнах огни. Ярко сверкают, мерцают они. Ох, устали давай. Мы шли лугами, шли лесными тропинками снежными, шли лугами, полями бесцветными. А, и нам помогали веселые дети, а веселки и светки все веселей. Ночью нам волком были луна и планеты, а маршрут нам на небе чертили кометы. И вот от самого края земли мы вам поздравления свои принесли. С Новым годом, дорогие друзья! Мы даем образы, светят гирлянды и пахнут ветер, лучше всего этот праздник на свете. Кружась легко и неумело, снежинка села на стекло, шел ночью снег, густой и белый, и стало в комнате светло. И как каждый день полней и лучше, Новый год! Монолеевич, Монолеевич. Уважаемые учителя, дорогие ученики, вот и пролетел год 97-й, и мы стоим сегодня с вами на пороге 98-го года. Провожаем год быка, встречаем год тигра. В этот день каждый человек хочет счастья, хочет радости и много-много улыбок. И вот на сегодняшнем маскараде я вам всем желаю, чтобы вы веселились от души, чтобы этот праздник для вас был самым незабываемым. И еще должны не забыть о том, что мы становимся с вами на 1 год старше. А если старше, то значит серьезнее, лучше. С Новым годом, с новым счастьем, больших вам успехов во всем, везде, всегда. Ну что, тигра, не догнал? А что, железный старика? Дай вам последнего года, покачаться с ребятами в этом году. А, ну спасибо. Я тебе все равно не уступлю. Время покажет. Ну ладно, давай тогда посоревнуемся. Давай. Мы будем соревноваться. Судьями будут зрители. Давай разбор плакат. В общем, мы задаем вопросы. Болельщики за быка эта сторона, за тигра та сторона. Ясно? Да. Дедушка Мороз, Снегурочка, вы жюри. Кто победит? Считаем. Первую искусственный снег несут люди из аптек. Что такое? Правильно. Ребятишек кучка, несет на сред дворов, как бешеная птичка, как стайка воробьев. Чего? Что такое? Думай, за тигра болельщики. Ребятишек кучка, несет на сред дворов, как бешеная тучка, как стайка воробьев. Да. Ой,
как стул на землю. Доктор Здорово, сказали, правильно. Представитель народа из Египта или Марокко. Народная, нежная и ядреная снежная. Что такое? Банан из Филиппин или Петька из Манилы? Банан из Филиппин или Петька из Манилы? Банан. Ну, в моем году понравилось, да? Давайте отгадывайте. Ну, букву «П» откройте как? Быстренько. И сразу прочтете это слово. Начинаем с буквы «А». Вот это слово. Откуда? Так. Помогите, подписывайте. Так, следующее. Это еда наша, ее ела ваша. Развлечение загадка. Слово со значением каждого слова. Заебал. Мультика выиграл. Придется платить. А сейчас он объявляет немного лучших десятков анекдотов. Ученик пришел в школу и бабушка спрашивает: ну и чем вы, Петенька, сегодня занимались? Бабушка, мы на уроке химии делали опыты со взрывчатыми веществами. А что завтра будете делать в школе? В какой школе, бабушка? На елке в доме офицеров маленький Вовочка волочит за собой мешок и задевает за собой все стулья и людей. К нему подходит дежурный и хватает его за руку и говорит: Вовочка, ну как тебе не стыдно? Ты очень нехороший мальчик. Если будешь себя так плохо вести, к тебе не подойдет Дед Мороз. Вовочка отвечает: а ты кто думаешь, как у меня, а кто у меня в мешке? Ученик приходит в школу с распухшей губой, его спрашивают, что с ним случилось? Ну, он говорит: у меня, говорит, мы на лодке в воскресенье катались, и мне села оса на губу. Ну, ты бы ее согнал, говорят товарищи. Да я не успел уже, отец веслом убил ее. Дядя, вы не будете так могли дать мне 5 шиллингов, чтобы я попал к своим родителям? Держи, мальчик, а где твои родители? Они в кино. Возле памятника Пушкину стоит почетный караул из 2 пионеров. Подходит Вовочка и спрашивает: кому памятник-то? Пионер отвечает: Пушкину. Это который Муму написал? Ты что, дурак? Муму Тургенев написал, а это Пушкин. Вовочка задумался и через некоторое время говорит: Тургенев Муму написал, а памятник Пушкину. 1 сентября учительница говорит: здравствуйте, дети. В том году мы с вами учили 2 стихотворения. За лето вы на это не забыли. Давайте мы их повторим. Я начинаю. Люблю грозу в начале мая, когда весенний верный гром. Вовочка встает и продолжает: как долбанет и нет сарая, и не опомнишься потом. Абсолютно лысая девочка идет по улице с огромным бантом. Ее спрашивают: девочка, у тебя как бантик держится? Да как прибили, так и держится.
дадим, говорит, вам мясо. Вы, говорит, их накормите, только научите разговаривать. Ну, выпустили француза. Собака здоровая, француз худой. Говорит, кормил, говорит, ее. Вообще, говорит, разговаривать научилась. Американец то же самое. Русский выходит, собака здоровая, собака наоборот худая, русский здоровый. Русский, говорит, кормил ее. Вообще, говорит, разговаривать не научил. Собака так смотрит, врет, говорит, козел. Müge barıp şatı alıp gelip çıksam bu şatı mene ne koyuyor dedi. Еще, желающие. Заказали нашу гостью из Великобритании. Нам нужна переводчица. Попросим нашу Снегурочку. Она ездит по разным странам и наверняка знает английский язык. Now listen to some riddles. What year lasts only one day? Послушайте несколько загадок. Какой год длится только один день? Новый год. In English. In English. In English. Yes. Да. In what day of the year do children talk least? Какой день в году дети разговаривают мало? Меньше. No, in December. In 22nd of December. What man don't live inside the house? Какой человек не может жить в доме?